Добрый день. Хочу поблагодарить, что проявили интерес к городу Грозному. Сегодняшние темпы развития города доказывают очередной раз, что во главе с нашим главой Рамзаном Ахматовичем не только Грозный, но и Чеченская Республика с каждым днем цветет, растет. Для нас самое главное, чтобы максимально взаимодействовать с инвесторами, поэтому мы всегда вам рады. Добро пожаловать в Чеченскую Республику. Наверное, многие уже не первый раз у нас в регионе. Наглядным примером можно посмотреть, как развиваются все сферы экономики в нашей республике. В приоритете у нашего главы Рамзана Ахматовича это новые рабочие места. Мы всегда по поручению Рамзана Ахматовича делаем акцент именно на этот нюанс, что каждое рабочее место способно обеспечить целую ячейку семьи. Он вносит большую лепту в развитие малого, среднего бизнеса и в том числе оказывает всяческое содействие по развитию крупных компаний. Благодаря Рамзану Ахматовичу мы смогли на сегодняшний день создать самые благоприятные условия для инвесторов. Для нас это очень важно и ценно. Добрый день. Я был здесь в 2017 году. Мне есть с чем сравнить. С коллегами обсуждали, как изменилась Чечня. Я сказал, что кардинально изменилось. Это прям видно на лицо. А у меня, вопрос касается энергетики. Я сам занимаюсь энергетикой. Энергобаланс чистой электроэнергетики, он становится профицитным в Республике Чечня или как? Очень резонный вопрос на самом деле. На сегодняшний день регион не является энергодефицитным. Регион обеспечен и планомерно вводятся дополнительные мощности для бесперебойного функционирования энергосистемы нашего региона. Добрый день, уважаемый Хасмагомед, уважаемый Рустам, уважаемые коллеги. Спасибо большое за гостеприимство. Я первый раз в Чеченской Республике, первый раз в городе Грозном. Мне все очень нравится, очень впечатлен теми достижениями, которые мы видим сегодня. Зовут меня Казаков Роман, группа компаний «Новорециклинг». Рассказывали сегодня про свободные экономические зоны. Хотелось бы понять, как стать резидентом свободной экономической зоны и какие налоговые льготы на сегодняшний день предоставляются для компаний. Для того, чтобы стать резидентом особой экономической зоны, нужно разработать бизнес-план в соответствии с приказом и требованиями Минэкономики России. На сегодняшний день уже действующих 7 резидентов у нас, которые прошли весь отбор Минэка России. Мы, конечно же, на каждой ступеньке помогаем, сопровождаем, и эти резиденты включаются в единый реестр Российской Федерации резидентов особых экономических зон. Что касается второй части вашего вопроса, это налоговых и иных льгот. Во-первых, предоставляется земельный участок по достаточно преференциальным ценам и подводящая к нему коммуникация. Плюс налоговые преференции. Это 10 лет по 3 видам налога: налогу на прибыль, на имущество и земельному налогу. Не оплачивается в течение 10 лет налоги. Плюс в случае ввоза вами оборудование из иностранных государств, это оборудование не будет облагаться таможенной пошлиной и НДС. Евгений Реймер меня зовут. Хочу узнать о тенденции развития сектора гостеприимства и что сейчас происходит в сфере ресторанного бизнеса. Расскажите немножко, пожалуйста. Спасибо большое за вопрос. Поле для развития достаточно широкое. Я думаю, чем больше ресторанов будет, там дефицитов посетителей не будет. Потому что мы наблюдаем сегодня картину массового заполнения всех точек ресторанов и кафе. Мы наблюдаем очень положительную тенденцию здесь. Поэтому, да, действительно, эта сфера требует еще большего развития, в нашем регионе особенно. Поэтому есть над чем еще работать и развивать эту сферу. Спасибо, уважаемые гости, что приехали. Будем взаимодействовать и во всех направлениях развивать не только республику, но и нашу страну. Хочу пожелать вам удачи, успехов и благополучия.